Приветствую вас, друзья! Сегодня я еще немножко скажу о том, как начинать освоение варгана из своего личного опыта. Вот вы купили варган. Он для вас незнакомый, неизвестный. Может быть, вы его немножко боитесь. И вам нужно к нему первое, что сделать, это привыкнуть. Что для этого помогает? Вот есть такой прием, вы берете варган и носите его в нагрудном кармане, например, там в рубашке или в пиджаке. Я когда купил вот этот якутский хомус, варган якутский, он был, на нем была как бы такая живая сфера якутских мастеров, хомус-строителей, якутских сказителей. Это была мощь такая, это была сила, это было такое, прям я начал на нем играть, и как бы такое ощущение чего-то такого необычного, мощного, неизвестного. Вот. Первое, что я сделал, я его положил в карман и пошел на прогулку. То есть, когда вы вот так носите с собой варган, вот, а я свои варганы всегда носил с собой, вот, происходит некая сонастройка вас и варгана. Дух варгана привыкает к вам, ваш дух привыкает к варгану. Происходит сонастройка, некое такое мистическое действие, сакральное сочетание вас и этого музыкального инструмента варгана, и сакрального инструмента варгана. Вот это ускоряет очень процесс. Тоже вам очень рекомендую воспользоваться таким приемом. Купили варган, носите с собой. Ну, если есть у вас желание, если вот хотите побыстрее его освоить. Вот. Ну и вообще берите варган, берите его в руки, не бойтесь его, так сказать, изучите, если вам нужно, что такое варган, как на нем играть, что на нем можно изображать. И постепенно вы привыкнете к нему и начнете смело и уверенно играть. Вот такая маленькая хитрость помогает освоить варган. Что хочет человек, который купил варган? Конечно, он хочет сразу играть. Ну, если вы чувствуете в себе такие силы, поставьте правильно варган и начните играть. Пусть это будет какие-то отдельные звуки, пусть это будет, ну, может быть, далеко, так сказать, не похожее на какую-то мелодию, вот, или музыку. Неважно. Важно, вам нужно к варгану привыкнуть, вам нужно вот понять, как он работает, вам нужно его почувствовать. Вы же вот не просто выбирали варган, вы выбирали тот варган, который ёкнет в вашем сердце. Может быть, вы перебрали огромное количество варганов, ну или там большое количество варганов, несколько варганов, и выбрали именно тот, который как бы ёкнул в вашем сердце. Вот этот ёк, он помогает на всех этапах нашей жизни. И с варганом особенно. Обычно этот йог не ошибается, потому что этот йог, это есть ответ Вселенной, мироздания на ваш запрос. Вы запрашивали варган, вот Вселенная вам подсказала, что это тот самый варган, который вам необходим. Он, как живое существо, варган, он будет откликаться на вашу любовь. Вот. И вот что нужно для того, чтобы научиться играть на варгане? Я говорю это всем, кто меня спрашивает об освоении варгана. Я говорю, самое главное, имейте огромное желание учиться на варгане. Ну, огромное желание, не то, что учиться на варгане, огромное желание научиться играть на варгане, Вот я сам так осваивал варган, осваиваю другие инструменты. То есть у меня очень сильное желание было научиться играть на варгане. Я первый раз услышал варган еще в школьные годы, это год, наверное, 78-й. Значит, по телевизору был концерт народов Севера, и там один из артистов играл на варгане. Этот звук настолько меня тронул и покорил, он меня потряс, я пережил радость, какое-то невообразимое блаженство.
Вот, и потом я все искал, где купить варган. Но в то время не было интернета, не было вообще никакой информации, я не мог найти о том, где приобрести варган. Это произошло только где-то в 2007 году. Открылся этнический магазин в городе Кемерово, и там я смог обрести вот свой первый алтайский варган, изготовленный мастером Владимиром Поткиным. Вот. То есть имейте огромное желание. Сильное желание сдвинет любые препятствия, любые горы передвинет. Ну, а потом дело техники. То есть мне интересно было сразу играть. Я сразу пытался что-то изобразить, извлечь какие-то звуки. И постепенно это складывалось в опыт, в навык. И я вот стал играть так, как я играю, как вы можете услышать на моем канале. Посмотрите плейлисты с моими варганными импровизациями, если вам интересно. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Я буду продолжать эту тему. Тема варгана, она обширная. Вообще, вот второй еще момент, я вам скажу об освоении варгана. Что важно? Важно испытывать блаженство, испытывать радость от того, что ты извлекаешь звуки. Ну, для этого нужен, конечно, качественный варган. Варган, изготовленный действительно хорошим мастером. То есть, вот один из критерий выбора варгана, который у меня был, он меня должен радовать и приводить в состояние блаженства. Ну, пока я играл на алтайском варгане, конечно, была какая-то радость, какое-то блаженство. Но то, что стало переживать мое существо, играя на хомусе якутском мастера Ревория Чемчоева, это было нечто. Это был такой огромный резонанс внутренний. Это было такое, ну, блаженное вообще состояние. Такая была какое-то ощущение жизни какой-то, которая вливается в тебя, как река вообще какая-то. И мне было жалко, что заканчивается день. Мне хотелось еще и еще играть на хомусе, переживать вот это вот блаженство, блаженную радость. Поэтому вот второй ключ. Кроме сильного желания, нужно хороший инструмент, чтобы переживать блаженную радость, блаженствовать, чтобы во время игры. То есть звук варгана должен вас покорять, цеплять за живое. Вам должно хотеться еще и еще играть. Если взять некачественный инструмент какой-нибудь, вы не получите такого состояния, у вас не будет состояния блаженства. Ну и, конечно, когда вы выбираете варган, он должен, его звук должен тоже какой-то резонанс произойти вашего внутреннего и звука варгана. Вот если он вас зацепит, тогда можно смело брать. Я так выбирал хомус якутский. Мне поиграли на разных хомусах якутских мастеров. И вот хомус Ревория Чемчоева, он вот произвел такой вот резонанс, он сразу меня как-то зацепил. Я сразу, у меня ёкнуло внутри, вот этот божественный ёк, ответ мироздания. Ну и все, и я прям почувствовал, что варган долетит до меня, и это будет что-то особенное. Но я не ожидал, что в таком как бы проявится нечто большее, чем я ожидал. То есть, играя на варгане, на хомусе Ревория Чемчоева, мне на ум приходили стихи в готовом виде. Приходили какие-то открытия, ответы на мои вопросы именно во время игры. Вот такого я не переживал, когда играл на алтайском варгане. И еще второй момент, алтайский варган у меня, он стоило, допустим, во время игры начать петь горловыми звуками.
или какие-то еще дополнительные звуки издавать. И его язычок быстро угасал, и звук прекращался. А вот Хомус Револия Чемчоева, он позволяет еще издавать разные горловые звуки, и звукоподражания. Вот. Очень, очень интересные получаются звуковые картины, когда сочетаются обертональные звуки варгана со звуками горловыми, с имитацией, допустим, волчьего там воя или хохота. Это тоже вы можете, вот у меня есть видео, снятое об этом, когда я играю на варгане и дополняю это хохотом и волчьим воем. Можете посмотреть в плейлисте, вот, посвященном варгану, там есть две вот такие вот импровизации. Благодарю вас за внимание, желаю вам легкой варганной волны, легкого постижения варгана, открытий во время варганной игры, озарений, блаженной радости, блаженств, чтобы вы блаженствовали от звуков своего варгана. Приходите на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ваш сказитель, белый шаман, сын полярной звезды и большой медведицы, варганист-импровизатор Р. Сагатох Чуронкин. До встречи, друзья!